Группа избирателей зарегистрирована, можно собирать подписи. Владимир Путин начинает предвыборную кампанию. Тогда у нас все получается как сказки. И подарки, и веселье. Поэтому он сам волшебник. Новый год – время волшебства. В администрации главы республики для детей устроили новогодний огонек. Те учителя, которые здесь сидят, уже проработавшие 40 лет там. Развитие села – дело сложное и общее. Сход граждан прошел в Сагапши. Кичин мяждики хагулде ахча, установить дят, ханах скезик ахчештин, там издят лох. Фонд «Солидарность» продолжает творить добро. О семьях, получивших поддержку, расскажем в выпуске. Мне было до последнего тяжело. Я не знал, что я в финале выиграю, но я все равно учился, дрался с ним. Республиканский турнир по боксу среди юношей завершился. В Фоке Аль-Юрта награждали победителей. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Центр избирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки Владимира Путина на предстоящих 18 марта президентских выборах, и разрешил открыть специальный банковский счет для формирования избирательного фонда. Теперь Владимир Путин может начать кампанию по сбору подписей. Как самовыдвиженец, ему необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч человек. В Магасе в Народном собрании Ингушетии прошло итоговое заседание парламента республики при участии Юнусбека Евкурова. Подвели итоги работы нового 6-го созыва. Как отметил глава Ингушетии, население ждет от депутатского корпуса простых, понятных, адаптированных для реальной жизни законов. Подробнее расскажет Мария Мистоева. Прежде чем приступить к основному заседанию, глава региона с председателями профильных комитетов парламента провел небольшое совещание. Руководитель комитета по здравоохранению Яхья Белхароев рассказал о средствах, которые необходимо заложить в следующем году в сферу здравоохранения, а это порядка 300 миллионов рублей. Глава республики отметил, что таких больших средств в самом регионе нет, но проблема вполне решаема, особенно если учесть, что в Ингушетии уровень различных заболеваний намного ниже, чем в регионах. Как депутатскому корпусу тоже по своей линии я бы просил там тоже поддержки в этом плане. То есть написать письмо на имя и Совет Федерации Валентина Матвиенко, на имя министра здравоохранения, на имя Ольги Юрьевны Голодец именно по этому вопросу. Почему? Потому что даже при всем желании, у нас, конечно, таких средств нет. Их нереально. Это раз. Ну а у нас в целом получается порядка 180 миллионов рублей это на орфанные заболевания, а остальные там в средних 308 миллионов это на другие виды болезней. Вот здесь надо посмотреть, почему, потому что по другим видам болезней нам все-таки федеральный центр там целенаправленно оказывает помощь. Это все-таки не бюджетовая деньги, а помощь нам она идет на обеспечение лекарственных направлений. Также Юнусбек Евкуров отметил слабую работу регионального Минсельхоза. Показатели его работы с учетом всего, что вложено в структуру, не доходят до реально достижимых. Вот такие есть там в Минсельхозе 3, 4, 5 бюджет, где вот комитет должен на контроле держать. Пусть обижаются, нет, ну вы обязаны это делать. Ваш Хамхаял, я же говорю, туда не лезть. Наоборот, надо лезть, надо работать, надо толкать. И вот итоговое заседание Народного собрания начинается. На повестке дня 5 вопросов. Это и закон об административной ответственности, об охране окружающей среды и республиканский бюджет. Все инициативы были приняты парламентариями единогласно. А итоги осенней сессии депутатов 6-го созыва, так и года в целом подводит Зелимхан Евлоев. За этот период проведено 29 заседаний, на которых принят 41 закон республики и 474 постановления Народного собрания. О проведенной работе по совершенствованию республиканского законодательства отмечу, что изменения коснулись практически всех сфер жизни. Так, законом республики установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства территорий в городских округах и муниципальных районах. Кроме того, скорректирован перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях и законов социального характера необходимо отметить закон Республики о внесении изменений в закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и закон Республики о внесении изменений в закон о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принят закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионеров в Республике Ингушетия на 2018 год. За последние месяцы уходящего года парламентарии заслушали отчеты всех руководителей Министерства Республики об итогах деятельности. А глава региона отметил плодотворную работу 6-го созыва. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что ждет от депутатов, образно говоря, качественных законов, которые первым делом должны быть доступны пониманию простых жителей. Также депутатский корпус, как один из главных органов власти, в своей деятельности должен тесно взаимодействовать с правительством, со всеми министерствами и ведомствами республики. Говоря о работе депутатов, должен сказать, что вы не оставались в стороне во всех наших делах и действиях, работали над не только формированием законодательной базы, но и решением проблем жителей республики. Рассматривали насущные вопросы, в том числе систему газоводоснабжения и оплаты за энергоресурсы. То есть были и помощниками власти, и заодно и решали проблемы людей, которые реально они возникали, будут возникать, и дальше мы над этим будем работать. Помимо прочего, глава региона проинформировал депутатов, что ни один объект социального значения не должен строиться в регионе без согласования с Народным собранием и руководством региона. Пришли к мнению, что некоторые решения и администрации главы республики, и правительством не должны приниматься без вашего личного участия. Тем более, если касается это территории, сельских поселений, муниципальных образований. Как бы нам этого не хотелось. Здесь необходимо будет, я указание уже отдал, совместно составить документ, определяющий именно контроль участия. Да, мы можем спорить, или вы можете спорить, доказывать, но, конечно, решение я сам приму. Но я, когда буду принять это решение, я уже буду понимать, что это уже все-таки вы уже проработали внизу. Это не просто мнение одного человека или двух человек. Поэтому здесь тоже просил бы обратить на это внимание. Депутаты за эти 12 месяцев решили немало проблем жителей региона. Ну а завершилось итоговое заседание Народного собрания награждением. За вклад в развитие региона, многолетнюю и плодотворную работу и общественную деятельность глава республики вручил отличившимся депутатам медали 25 лет Республики Ингушетия. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В администрации главы Ингушетии состоялось яркое новогоднее представление, подготовленное Ингушским театром юного зрителя. Зрители-отличники, учебы и активисты, дети с ограниченными физическими возможностями и ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Веселые песни и танцы у новогодней елки, звонкий детский смех и настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Долгожданная мечта мальчишек и девочек. Около 300 маленьких жителей республики побывали на елке в резиденции главы Ингушетии, превращенные на время в сказочное царство, и получили желанные подарки. Дорогих гостей с наступающим Новым годом поздравил Юнусбек Евкуров. Он отметил, что очень важно в жизни хорошо учиться и слушаться своих родителей, а также радовать окружающих хорошими поступками. Глава тепло поздравил детей и пожелал, чтобы в Новом году сбылись все их мечты. Автору самого лучшего стихотворения достался велосипед. Даже после представления гости долго не расходились, делились впечатлениями, фотографировались на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Нам же Дед Мороз приносит всегда подарки? Да! Да? Да! Снегурочка приходит, тогда у нас все получается как сказки. И подарки, и веселье. Поэтому он сам волшебник. А я просто тот, который со своей командой делает все, чтобы вам было хорошо. Чтобы детские садики были, чтобы школы были, чтобы учились хорошо, росли хорошо, были здоровые и дружные. Поэтому всем, кто здесь будет читать стишки, рассказывать сказки, рассказы, Дед Мороз и Снегурочка будут дарить вам подарки. Поэтому постарайтесь. Ну, я думаю, наверное, тот, кто хорошо станцует тоже. Я вот в прошлом году об этом говорил вот организаторам. Надо сделать такой конкурс. Лучший наряд. Вот столько нарядов девочек, мальчиков, можно было целую такую галерею нарядов сделать и показать. Как нужно детишкам давать радость. Дорогие родители, в первую очередь к вам обращаюсь. Я поздравляю всех нас, взрослых, с наступающим Новым годом. Чтобы у нас детишки, главное, не болели.
Традиционный новогодний утренник состоялся в постпредстве Ингушетии. На мероприятие были приглашены наши соотечественники и все желающие, кто хотел подарить этот праздник своим детям. В этом году для маленьких гостей приготовили особенную программу с множеством сюрпризов, конкурсов и сладких подарков. Утренник открылся творческой секцией по аквагриму. Все желающие смогли нарисовать себе маски и приобщиться к празднику. Одним из главных сюрпризов для ребят стало шоу мыльных пузырей. Очень яркое и зрелищное. Аниматор, которая выдумала пузыри, приглашала детей поучаствовать в творческом процессе. Вслед за мыльным шоу на утренник пожаловали Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с ними дети наряжали елку, водили хороводы, строили замок из ледяных кубиков, пели новогодние песенки и читали стихи. Каждому из них дедушка вручил новогодние подарки. Благодарим наше постпредство за прекрасный праздник для наших детей, что собрали всех вместе, устроили красивую лезгинку, чаепитие. Дети в восторге от этого мероприятия. Нас очень тепло встретили. Настолько организованное, настолько красивое мероприятие. В канун Нового года поздравить детей и порадовать их подарками решили и представители Фонда поддержки и предпринимательства республики. Сотрудники посетили эксклюзивный класс 10-й Назрановской школы. Обрадованные дети сразу принялись открывать подарки. Такие акции Фонд поддержки предпринимательства проводит ежегодно, стараясь уделить особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы немножко порадовать детей новогодним праздником, я думаю, дети немножко с таким диагнозом, больше внимания нужно уделить все-таки. И решили в преддверии праздника как-то немножко поддержать, настроение поднять. Вот в рамках такого. И фонд поддержки решил своими силами хоть как-то разукрасить для детей этот праздник. А вот к маленьким пациентам Республиканской клинической больницы сегодня вместо врачей заглянули сказочные новогодние персонажи. Дед Мороз и Снегурочка застали ребят врасплох, но и дети не растерялись и встретили гостей стихотворениями. Репортаж Даны Плиевой. Пожалуй, этот вопрос от Деда Мороза слышат все дети перед тем, как получить заветный подарок. Вот только заслужил ли его Абдул-Малик? О его баловстве, который в итоге обернулась больничной койкой, волшебнику рассказывает внучка Снегурочка. Абдул-Малик сломал пальцы, когда играл с пиротехникой. И подарок он может получить, только если расскажет стихотворение. Улице гуляет Дедушка Мороз и не рассыпает поводь от берез, только часть идет. Подарки женщин расхл ей тачин, я масахамени кшунцар, расхл ей умеется. Ты ком хита берешь тавин Дед Мороз. Снегурочка и Дед Мороз очень молились, а мои укус. Мои родные, с наступающим Новым годом вас! Кроме отделения детской хирургии, сказочные герои заглянули еще и в кардиологию и неврологию. Неожиданных гостей дети встречают с искренней радостью, а получив подарки, каждому не терпится узнать, что же внутри. Особенно Жаннати Тутаевой. Мне очень понравилось, что неожиданно вот так пришел Дед Мороз. Этот праздник непростой, он наполнен добротой. Если пожелаешь ты, исполнится мечты. Кто-то явно хорошо подготовился ко встрече с Дедом Морозом и заучил стихи. Впрочем, без подарков здесь не оставляют никого. В глазах сначала удивление, а на лице растерянная улыбка. В больнице никто не ожидал, что сегодня к ним заглянут зимние волшебники. Дети очень рады, они любят сладости. Это внимание, которое сегодня было уделено нашим детям. Такие мероприятия, я считаю, что их нужно проводить чаще. Они радуются. Самое драгоценное для нас, работающих в медицине, это детская улыбка и их выздоровление, когда они уходят с нашего отделения. Такой подарок перед Новым годом маленьким пациентам сделал мэр Назрани Алихан Тумгоев. На сегодняшний день здесь лечится 250 детей. Для сотрудников Назрановской администрации такие акции в канун Нового года стали традиционными. Первым мероприятием в списке у нас обычно всегда бывает мероприятие, которое мы организовываем для детей из сел пригородного района. Потом поздравляем детей детского реабилитационного центра, лесной школы, санаторной в Галашках, детей из семей, малообеспеченных семей, детей сирот, инвалидов. То есть мы стараемся охватить практически всех жителей нашего города
и уделить особое внимание тем, кто по каким-то причинам не может прийти к нам на утренники, на праздники наши. В городской администрации планируют обрадовать перед Новым годом около 16 тысяч детей. Кто-то же получил свой подарок от мэра, а кому-то Дед Мороз со Снегурочкой. Сейчас спешат постучать в дверь. Дана Плиева, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Сунжинской администрации Тимур Тичоев поздравил особенных детей с наступающим Новым годом. Сотрудники мэрии побывали на елке в специальной коррекционной школе-интернате, где обучаются глухие и слабослышащие дети. На базе интерната также открыт детский сад. Гости поздравили малышей с праздником и обрадовали сладостями. А далее представители администрации отправились по адресам, где проживают дети-инвалиды. Новогодние подарки сегодня получили более 100 ребят. Хотелось бы выразить благодарность мэру города Сунжи за систематическую благотворительную помощь нашим детям-инвалидам. Он никогда про нас не забывает, всегда помогает и моральную поддержку, и финансовую. Бой курантов, нарядная елка и праздничный салют. Всего несколько дней остается до наступления долгожданного для большинства праздника. Но новогоднее настроение чувствуется повсюду уже сейчас. Улицы светятся от ярких гирлянд и огней, в магазинах праздничный ажиотаж. Впрочем, в это время радуют даже хлопоты. Как планируют встретить Новый год и что они ждут от 2018-го, жители республики поделились с нашей съемочной группой. Я знаю, что мои бабушки очень любят сладкое, поэтому мы с мамой решили им приготовить небольшой сладкий сюрприз. Лично я ничего для себя Нового года не хочу. Что будет, то будет, пусть это остается сюрпризом. Я хочу пожелать в этом Новом году, 2018, чтобы все люди нашей республики, вообще нашей страны жили дружно, в мире, самое главное, согласие, ну и здоровье, конечно, самое главное. У нас есть традиция, обычно каждый год, в конце года к нам приезжает тетя, она наряжается в Деда Мороза и поздравляет, и каждый год мы накрываем столы, приглашаем всех родственников и отмечаем вот так вот Новый год. Мы ездим к нашим бабушкам в гости, они готовят что-нибудь сладкое, мы собираемся и все кушаем, потом уходим в какую-то комнату, приходим и там подарки. Я хочу на Новый год котенка, я хочу пожелать своим близким счастья и здоровья. С Новым годом! Сунжа преображается. Сегодня ингушские единороссы вместе с горожанами открыли аллею в районе нового микрорайона Сунжи. Все это стало возможным благодаря проекту «Городская среда», в рамках которого городу выделено 7 миллионов рублей. Средства направили на благоустройство дворов многоквартирных домов, куда вошло также строительство детских площадок и ритуальных домов. В этом году в программу включены все 5 городов республики и 3 района Ингушетии. В 2018-м единороссы обещают продолжить преобразование в регионах страны. По этой программе у нас 3 объекта построено. Это отремонтированы 2 двора по Харланово и возле садика «Волшебная страна». Там благоустроены дворы, построены детские площадки и построен небольшой дом для проведения там ритуальных каких-то мероприятий. Ну и как вы видите, сегодня мы открываем вот эту аллею. Тоже эта аллея сделана по этой программе, по финансированию от «Единой России». Тут еще будет газон, будет аллея, будут посажены деревья. Ну, тут рядом у нас школа. Ну, будет очень красиво. Охрана общественного порядка, строительство социальных объектов и аптечная наркомания – вот самые острые проблемы, которые обсуждались на сходе граждан сельского поселения Сагапши. Подробности диалога местных властей и народа в репортаже Мадины Пугоевой. В 30-й школе переводят Челдекерда, схождол четхон школ гаич. Еге в 17 году вложить я им ехать в школе геан. Все учителя, которые здесь сидят, уже проработавшие 40 лет. На просьбу учителя Радимхан Машхоевой местные власти обещают построить новую школу на месте старой, однако в ближайшее время ждать старта строительства не стоит. В новых школах остро нуждаются и другие села Малгобекского района, поэтому этот вопрос чиновники планируют решать поэтапно. А пока одни преподаватели мечтают о новом здании, другие просят о техническом оснащении школьных кабинетов. Мы уже 3 раза заявку давали в Минобласть с просьбой нам дать
физкабинет и химкабинет. А вот другой житель поднимает вопрос охраны общественного порядка. Пожилой мужчина интересуется работой народных дружин, которые стали бы хорошим подспорьем для участкового уполномоченного полиции. Зампред правительства Республики Зиаудин Даурбеков отметил, что работа в этом направлении уже ведется. В администрации главы готовится отдельное совещание, значит, по созданию, там будут затронуты вопросы вообще участия граждан в охране общественного порядка. В частности, там будет рассматриваться вопрос создания республиканского штаба народных дружин, нормативный акт, соответствующий постановление, проект постановления правительства. То есть эта работа проводится, подготовлен и перечень поручений тоже соответствующим ответственным лицам. Я думаю, буквально в ближайшее время этот вопрос будет упорядочен. Строительство детских садов, асфальтирование дорог, ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и многое другое. Вопросов у жителей села много. Некоторые удается решить на месте, другие требуют более длительного разбирательства и тщательного подхода. Впрочем, часть из них будут решаться при формировании бюджета на 2018 год с учетом обращений граждан. Можем на те или иные цели заложить конкретные суммы. То есть бюджет у нас ограничен, он дотационный, но тем не менее острые вопросы, которые сегодня стояли на сходе, такие как строительство тротуара по улице Толстого, там, Сагапшах, асфальтированная улица Горданова, которая самая центральная улица, чтобы разгрузить другие улицы асфальтированные. Вот такие вопросы мы в следующем году, я думаю, мы сможем снять. На сходе также обсудили и достижения в образовании, правоохранительной деятельности и медицине. Главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии рассказал о зафиксированных в этом году случаях заболевания полиомиелитом. На примере реальных историй Адам Картуев показал и объяснил, чем чреват отказ от прививок. Чтобы население наше было бдительно, а именно на сходах собирается авторитетнейшее население, именно села, те, которые могут донести до своих семей, до своих родственников эту проблематику. Поэтому мы не только на сходах, но и на сборах, где старейшины у нас собираются, где у нас проводятся коллективные пятничные молитвы, стараемся везде повсеместно охватить данные вопросы. Подняли на сходе граждан и вопрос распространения так называемой лирики. Местные власти и старейшины напомнили жителям о том, какой статус присуждается семье молодого человека, ставшего жертвой наркомании, не говоря уже об административной и уголовной ответственности, которую он может понести. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Чем запомнился год уходящий? Конечно, у каждого свои воспоминания, связанные с 2017-м. Но самые яркие события в жизни республики останутся в памяти у всех. Без всякого сомнения, самое главное событие года – это 25-летие Ингушетии. Также визит почетных гостей в республику. Встречи главы государства Владимира Путина и Юнусбека Евкурова. Открытие различных объектов промышленности, образования, здравоохранения и многих других. О них и расскажет моя коллега Светлана Томова. Одним из самых ярких событий уходящего 2017 года стало празднование 25-летия образования Республики Ингушетия. Регион отметил юбилейную дату ярко и масштабно. Этот праздник запомнится многим. Для участия в праздничных мероприятиях было приглашено более 800 человек. Вместе с ингушским народом это событие разделили губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных министерств и ведомств, федеральные инспекторы. 25 лет совсем немного, но за это время регион сумел добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане. Ингушетия занимает лидирующие позиции по реализации различных целевых программ. Не раз сказано, впереди еще большие победы, и к реализации всех намеченных планов и идей народ и власть должны подходить желанием и патриотизмом. Жители Ингушетии с праздником поздравляют и первые лица страны. Приветственный адрес от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации зачитывает Олег Белавинцев и Лев Кузнецов. Поздравляю вас со знаменательной датой, 25-й годовщиной образования Ингушетии. Около 2,5 столетий судьба Ингушетии тесными, нерушимыми узами связана с Россией. Многие поколения ваших предков вместе с другими народами писали яркие строки в историю Отечества, созидали его могущество, защищали от врага. Желаю вам новых достижений, мира и всего наилучшего. С праздником, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уже четверть века Ингушетия развивается как самостоятельный регион в дружной семье братских народов нашей многонациональной страны.
За этот небольшой по историческим меркам отрезок времени здесь произошли заметные изменения в экономике. Успешно реализуется немало инвестиционных проектов в промышленности, аграрно-промышленном комплексе, строительном комплексе. Возводятся новые школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, благоустроенное жилье. Растет и преображается столица республики, город Магаз. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое на благо Ингушетии и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго. Дмитрий Анатольевич Медведев. Не менее яркое событие – это визит послов из 14 арабских стран. Гости прибыли в Ингушетию с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и возможностями вкладывать инвестиции в реальный сектор экономики российского субъекта. В рамках визита гости посетили крупнейший на Северном Кавказе агрокомбинат «Сад-гигант Ингушетия». Также послы осмотрели строящийся магазин по продаже строительных и отделочных материалов «Строймаркет», который расширяет производственные площади. В районе Абигу завершается строительство объекта. Мы сейчас знакомимся со всеми предприятиями, которые в республике. И нам это очень нравится. Нам нравится, что постоянно развивается Республика Ингушетия. Надеемся, что увидим другие предприятия, которые в республике. Власти Ингушетии намерены к 2020 году завершить реализацию 3 крупных инвестиционных объектов, благодаря которым удастся создать около 2000 постоянных рабочих мест. Мы хотим экспортировать свои товары. Мы сейчас вышли на тот уровень, когда можем экспортировать не тысячами, а десятками тысяч тонн продукции различных направлений. Потому что не только сельхозпродукции, но и других видов промышленного производства. Поэтому мы сегодня нашим гостям показываем ряд вот этих направлений и в первую очередь хотим добиться того, чтобы мы могли бы выйти на рынки арабских государств. И второе, конечно, параллельно, это, конечно, привлечение инвесторов Саудовской Аравии. В апреле 2017-го в Ингушетии официально запущен завод по производству алюминиевых радиаторов в Карабулаке. Он строился при поддержке Фонда развития промышленности. Это производство уникально в своем роде, и поэтому смело можно говорить о дальнейшей рентабельности. В торжественной церемонии запуска завода вместе с главой республики принимают участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и министр промышленности России Денис Мантуров. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Гости отметили, что предприятие должно быть конкурентоспособным и при этом покрывать потребности не только республики, но и других регионов России. Это первый проект в СКФО, который был профинансирован за счет предоставления льготного займа со стороны Фонда развития промышленности. Мы рассчитываем на то, что качественная современная продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Создав вот такое промышленное предприятие, закрываем целое направление по импортозамещению на 25%, так, да, повышается? Поэтому это здорово, и здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Я прошу вас всех, руководство этого предприятия и особенно работников, отнеситесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов, производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Алюминиевые радиаторы будут производиться с учетом итальянского опыта, поэтому и техника вся европейского производства. Региону есть что представить в сфере промышленности, и нынешняя программа ФЦП, которая реализуется в республике, рассчитана именно на развитие этого направления. Если объем валовой продукции соотнести с импортируемыми
секциями из Европы, ну, в частности из Италии, 18 миллионов, то мы можем занять примерно 1/6 часть рынка по импортозамещению. Также в апреле прошло еще одно долгожданное открытие. В Али-Юрте заработала швейная фабрика «Ингушетия». Около 2000 квадратных метров общей застройки, половина из которой производственные помещения. Швейная фабрика в промышленной зоне Али-Юрта станет самым большим промышленным объектом не только сельского поселения, но и всей республики. Здесь одновременно смогут работать более 500 человек, а если запустить производство в 2 смены, число рабочих увеличится вдвое. Фабрика будет специализироваться на одежде для покупателей разных возрастов. Кроме того, здесь будут шить по госзаказу спецодежду для военных. Мы рассчитываем, что объемы продукции, которые будут производиться на этом предприятии, с каждым годом будут увеличиваться. Появление у нас таких современных, суперсовременных предприятий, когда подъезжали сюда, это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. Ну а в мае с рабочим визитом в Ингушетию прибыла Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России. В рамках поездки вице-премьер ознакомилась с работой ряда социально значимых объектов. Особое внимание было уделено сфере здравоохранения и образования. Программа началась с торжественного открытия 6-й Насыркорской школы, рассчитанной на 704 места, благодаря чему сразу в 3 общеобразовательных учреждениях республики ликвидирован двухсменный режим обучения. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. Сейчас я надеюсь, что вы мне покажете вашу новую школу. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двоек не будет. Вы будете учиться только на 5 и 4. То, что мы сделали за последние буквально 4 года, такой серьезный прорыв в ликвидации трехсменки и двухсменки, и ликвидации очередей дошкольных учреждений, в этом огромная заслуга и главная заслуга Ольги Юрьевны Голодец. Она лично, как вице-премьер, курирует это направление. Она лично собирает нас и настаивает на том, чтобы мы во всех проектах участвовали. И, конечно, лично контролирует, что мы эти задачи выполняли. Также одним из главных событий уходящего года стала встреча Владимира Путина с Юнусбеком Евкуровым, которая состоялась 8 ноября. Глава региона доложил, что завершаются 2 жилищные программы – переселение из оползневой зоны и обеспечение жильем вынужденных переселенцев из Чеченской республики. При вашей поддержке, спасибо большое, мы завершаем в этом году 2 эти программы. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. По индексу сельхозпроизводства мы где-то прогнозируем рост где-то 107-108%. Мы договорились с саудовскими инвесторами, в том числе по реализации, по экспорту наших сельхозпродукций уже. А что мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году. Там поставили 48 тонн яблок. Я думаю, что где-то по году мы можем 10-15 тысяч тонн выше тоже поставлять. К главному событию года можно отнести и 5-й медиафорум СМИ Северного Кавказа. В нем приняло участие свыше 600 журналистов, представляющих различные региональные средства массовой информации. В этом году форум впервые поменял место дислокации. Особую роль организаторы уделяют теме взаимодействия средств массовой информации с представителями властных структур. Именно поэтому из года в год форум посещает руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, представители региональных министерств, а также гости из Москвы. Как правило, форум начинает свою работу с пленарного заседания. Глава республики поприветствовал всех присутствующих и отметил, какая важная роль отводится форуму. Форум, он создавался, одной из главных задач имел такую вещь, как в хорошем смысле представить наши регионы северокавказские.
И я думаю, что это все удалось, в том числе и на первом, и на втором, и на третьем, и на четвертом, а сегодня на пятом тем более. И когда мы с этого года форум начинает идти по регионам, он будет больше эффект иметь, чем это было до сих пор. В последнее время, по мнению участников, наблюдается положительная динамика в этой области. Если раньше власти на Северном Кавказе были закрыты для СМИ, то сегодня эта ситуация заметно изменилась. Ключевая задача власти – быть открытым, понятной. И, с другой стороны, опираясь на ту информацию, которая есть в СМИ, но объективную тоже, адекватно реагировать. Поэтому я считаю, что мы обречены быть вместе. И мы уже не первая и четвертая власть, да, а мы те, кто формирует общество. И должны понимать свою ответственность каждый в разрезе тех компетенций, которые каждый выполняет. В начале декабря в микрорайоне Юбилейный в Назране открыли 4 многоквартирных дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии. В общей сложности, благодаря реализации ФЦП, новое жилье обрели 800 семей. Праздник открытия вместе с жильцами разделяет глава региона, а также зам руководителя федерального Минстроя Юрий Гордеев. Радостно видеть, что данная программа дошла до своего логического завершения. Где-то, может быть, не все объекты, которые были запланированы, построены. Не на все нашлись средства, я имею в виду. Но все равно это очень радостное событие, что возможно обеспечить такую большую потребность и решить такие большие задачи. Также в декабре в Ингушетию с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Вместе с главой региона первым делом они открыли оптово-распределительный центр для хранения фруктов на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». Это самый крупный в СКФО новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Глава Минсельхоза России отмечает, строительство такого объекта – новый механизм поддержки садоводства. Важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. По словам министра, ежегодный рост урожая сада повлияет на развитие АПК не только нашего региона, но и в целом всего СКФО. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшение вашей республики, это будет украшением нашей страны. Сегодня это один из самых совершенных проектов. Он создает не только рабочие места. Самое главное, этот проект показывает, что мы и во всех отношениях, как в производстве товарного яблока, так и саженцев, так и в хранении, так и в переработке и в других вещах мы показываем, что в нашей стране могут производить лучше, чем в Европе, и наша страна в состоянии конкурировать с любыми производителями мира в этом направлении. В декабре 2017-го в Назране в рамках федеральной целевой программы открыли новое образовательное учреждение на 704 места. На торжественной церемонии открытия побывали заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин и глава региона Юнусбек Евкуров. Строительство объекта было просто необходимым. Президент России поставил задачу полностью перейти на односменный режим обучения. И с поставленной целью Ингушетия справляется, отметил Александр Хлопонин. Это храм науки, который даст возможность вам получить самое современное образование. Более того, я думаю, что каждый из вас, когда вырастет и выйдет из стен этой школы, будет вспоминать этот день, как вы первопроходцы в этой школе. Я очень хочу, чтобы и вся страна гордилась выпускниками этой школы. В рамках федеральной целевой программы в Ингушетии в этом году открыты 9 школ. Глава региона поблагодарил федеральный центр за поддержку республики в решении проблем в сфере образования. Такими были яркие события 2017 года. Светлана Томова, Новости 24. Еще 2 семьи смогли улучшить свои жилищные условия благодаря содействию неравнодушных людей. Благотворительный фонд «Солидарность» помог Оздоевым и Тангиевым, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Одних обеспечили теплом в доме, провели отопление, а для других начали возводить дом. Напомню, что фонд был создан по инициативе главы региона и при содействии работающего населения республики. Лейла Гайсанова о добрых деяниях.
В октябре здесь произошел пожар, сгорел дом по улице Шарипова. В считанные минуты пламя поднялось до самой крыши. Подоспевшие сотрудники МЧС сумели локализовать пожар, но из имущества ничего не удалось спасти. Часть дома, принадлежавшего Оздоевым, было не восстановить. Неумышленный поджог, это уже в сентябре, пожар, арсубота. Юх откликнуться для масnek нокости ди та юртж мяждики маснада ян ваша дали нокости две унаха ян даш бог мотик яцар ян хатваж айды ян эст мяждики шин мяждики хагулде акча что становить для ханахас кезик акчештин. Беда объединила соседей погорельцев. Неравнодушные люди собрались вместе и сообща построили для Оздоевых новый дом. Местная администрация тоже внесла свою лепту. Не остался в стороне и фонд «Солидарность», который обеспечил новый дом теплом. Пенеш халдуатты тхоуталы корне отте материалы уже тхогнах обеспечить отопление чулариан. Правление фонда сразу одобрит отопление чул гивиан. Жюсти бал жаха, что бог бе отопление хадат качачан сразу отопление дача за неделю. Бог сам справится, да ханц я кахетам тайхи. Переехать в свой уютный дом совсем скоро сможет еще одна семья из 8 человек. Оказавшись в непростом положении, Тангиева обратились в фонд с просьбой помочь достроить жилье. Работу начали в конце ноября. Семье активно помогали родственники и соседи. Теперь необходимо положить крышу, установить окна, двери и провести отопление. Обратиться в 2015 году, обратиться, что латыш очередь, очередь хакача, бог абу бабуру, исправление фонда одобрить вопрос 10 на 7 долж, цадыр. И комнаты, кухни, коспальни, ванны и коридоры. Ханзи пенеш халдета буквально за месяц пенеш халдетат узгуна харвал хоже десер болзаш наха иценда захар шой кахига сер бог да пахар хазал мугла тхотла корне от двеус. За время существования благотворительный фонд сумел оказать помощь сотням семей. Без внимания не остается ни один обратившийся. Помогает в порядке очереди. В этом году фонду удалось адресно проложить отопление, положить крышу и возвести стены. С начала 2017 года халдета под крышу халдета шицада халбакшнаха карбулаки мочкурти. Так коца дадахачер 16 конце 16 года адул дядр ваш ухшира завершить ахтобянтхаш. Так прица хантер долже прица дат хадуджилатыш. На стадии строительства ханс охун тоткача бештяса тоткача да шидат ер долже кодат тоткача пенш халдета. Та ваш ши фундамент айла беш пенш дотеш ханс ситкача латышда. Беште пришетово дом отят ох вагончик отей. А так частичная помощь троих семей качай. Арахад абах лечение эхтубян по 20 могут watch арахад абахита это ноосл детсигич ишер да хамцам лахти эхтубян тра. Помощь оказывается за счет добровольных пожертвований, поэтому не всегда получается обеспечить людей всем необходимым, а списки нуждающихся все длиннее. Помощи от фонда ожидает более 1000 человек. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Правительство России утвердило дополнительные требования к групповым автобусным перевозкам детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. Согласно постановлению, с 1 июля 2018 года автобусы помимо специального знака «Дети» будут оборудованы маячками желтого и оранжевого цвета на крыше, которые водитель должен будет включать при движении. Кроме того, управлять транспортными средствами смогут водители с открытой категорией «Д» и стажем не менее 1 года. Одновременно упрощается процедура подачи документации. В случае постоянной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту станет возможным подавать уведомления о многократных поездках. Чемпионат по боксу памяти известной ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой завершился. Финальный день прошло 17 поединков между воспитанниками разных боксерских школ республики. Более 140 спортсменов соревновались в 16 весовых категориях. Асхаб Чесыга, воспитанник Карабулакской школы бокса, стал победителем в категории до 40 килограммов. У меня
меня было 3 боя, они были сложные. Финальные были сложнее, чем первый, второй. Мне было до последнего тяжело. Я не знал, что я в финале выиграю, но я все равно учился, дрался с ним. Это мальчик, я думаю, перспективный боксер. Он сейчас буквально 3 дня назад приехал с станицы Суворовска. Там у нас проходил турнир с участием зарубежных стран. Там был Азербайджан, азербайджанская команда была, армянская команда там была и российская сборная команда. Из Ингушетии были там боксеры. Там тоже он стал вторым. Турнир по боксу памяти Лейлы Албагачиевой проходит уже 2-й год подряд. Победители помимо денежного приза получили памятные боксерские перчатки. Ну и, конечно же, главный приз – выход на первенство «Юность России» и первенство СКФО по боксу. Поболеть за участников приехали их родители, друзья и любители бокса. Ребята боксируют, ребятам очень интересно. Такие турниры им нужны, потому что в году бывают официальные соревнования. Это чемпионат республики, чемпионат первенства СКФО и чемпионат первенства России. На них отобраться не все получается. Но вот именно на таких соревнованиях они обретают свою выносливость, могут реализовать свою подготовку. И для них вот именно подходящее соревнование вот для начинающих спортсменов, ну и для тех, которые уже более-менее движутся, чтобы себя закрепить. Именно вот на таких турнирах они получают хороший опыт, растут, чувствуется мастерство, что уже лучше, что они более стали опытнее. Я надеюсь, что у нас есть олимпийский чемпион в этом виде спорта, у нас много хороших результатов в этом виде спорта, поэтому есть хорошие тренера, и я думаю, через определенное время республика даст опять новых чемпионов. Пас, удар, гол. Финальные матчи на Кубок ночной футбольной лиги завершились в малом зале Дворца спорта «Магаз» имени Берда Ивлоева. Изначально в список вошли 16 команд, которые были разбиты на 2 дивизиона с разделением по возрасту. Матчи проходили каждый вечер. Проигравшие выбывали из чемпионата, а лучшие проходили в следующий этап. В итоге в финал вышли 6 команд. Они сыграли по 3 матча. В категории плюс 40 3-е место досталось командам Дворец спорта «Магаз-2», 2-е футболистам МВД Ингушетии. И почетное 1-е место получили ветераны «Ангушт». В молодом дивизионе плюс 18 места распределились следующим образом. Команда «КСИП» получает 3-е, игроки «Бараха» 2-е и, наконец, футбольная команда «Войнах Реак» становится победителем в своем дивизионе. Организатором турнира стал сам Дворец спорта. Призеры чемпионата получили почетные грамоты за 2-е и 3-е места, а 2 командам-победителям достались кубки за 1-е место. Хотелось поблагодарить всех работников Дворца спорта «Магаз», которые непосредственно участвовали в организации самой лиги. Также хотелось поблагодарить людей из Федерации футбола, то есть Дугиева Маусара, Халухоева Хаважа, Тумгоева Адама. Не буду себя перечислять, но большой вклад в развитие этой лиги приложили именно родоначальники, можно сказать, именно молодого футбола, то есть именно с 21 века. Самой востребованной профессией с Нового года может стать профессия военного, и для этого есть все основания. Российское правительство официально поднимет зарплаты военнослужащим на 4%, но с учетом дополнительных выплат заработки вырастут более чем на 5%. Также размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих-контрактников будут повышены почти в 1,5 раза. К примеру, в 2017-м зарплата старшин и сержантов без дополнительной выплаты составляла до 30 тысяч рублей. Лейтенанты получали до 40 тысяч рублей. У летчиков без опыта работы выплата составляла более 100 тысяч, а у опытных коллег до 200 тысяч. Служащие в Росгвардии получают от 45 до 80 тысяч рублей, а в 2018 году их зарплата может вырасти до 100 тысяч рублей. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.